Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня два интереснейших инструмента. Это якутские хомусы Ривория Чемчоева и Михаила Мальцева, учителя и ученика. Эти хомусы примечательны тем, что каждый из них в свое время занял призовые места на конкурсе мастеров-изготовителей и заслужил мировое признание. Что ж, давайте сегодня протестируем звук и разберемся, чем же так хороши эти инструменты. Досмотри этот обзор до конца, если хочешь себе выбрать действительно хороший и качественный варган. А я приступаю к тестированию звука.
Это были мои импровизации на хамусах Ривория Чимчоева и Михаила Мальцева. Для чистоты эксперимента я сыграл очень похожие композиции и по стилистике, и по мелодике. А для полноты картины, чтобы максимально раскрыть возможности хамусов, я сыграл в разных стилях. И в якутском, и в европейском. Я поиграл и с ритмикой, и с мелодией, и с тембральной картиной. И мне очень интересно ваше мнение, насколько похожими получились две эти импровизации. И какая, возможно, понравилась вам больше. Напишите в комментариях. И вот пока я рассуждал о качествах двух этих инструментов, я пришел к такой дилемме. С одной стороны, два этих хамуса очень похожи. Вот даже внешне, если их развернуть, они прям близнецы-братья. И чувствуется вот такая здоровая преемственность от учителя к ученику, когда ученик взял все лучшее от инструментов мастера и воплотил это в своей работе. И получил, кстати, весьма самобытный инструмент. С другой стороны, два этих хамуса, они настолько оригинальны, и в каждом из них столько нюансов, что если бы я стал о них рассуждать, о том, чем они все-таки отличаются, то мои рассуждения об этих нюансах звука, они заняли бы очень много времени. Поэтому эту задачу я оставлю вам и приглашаю вас к такому размышлению в комментариях о том, чем же все-таки у них различается звук и, возможно, какой из этих хамусов ближе вам по стилистике. Я же хочу поговорить об общих чертах, точнее о такой концепции, если хотите, о духе вот этой вилюйской школы якутского хамуса, которая, возможно, и позволила этим инструментам занять столь высокие места на конкурсах и получить столь высокие оценки со стороны варганистов вообще разных школ и разных направлений. Давайте поговорим о внешней форме. Да, вот на примере хамуса Мальцева. Это очень, я бы сказал, аутентичная, классическая якутская форма. В ней нет ничего лишнего. Круглое колечко, сходящиеся на конус деки, очень высокая конусность и очень высокое качество зазоров. То есть зазоры здесь ровные, параллельные, четко выверены во всех плоскостях. И, собственно, именно это и создает звук. Что касается язычка. Язычок здесь средней длины с относительно невысоким коленцем. Загнуто оно под прямым углом. Имеет аккуратное круглое кольцо, которое вот здесь еще заполировано и так приятно скользит о палец. И вот как раз-таки эти объективные физические качества, они создают, с одной стороны, простой, а с другой стороны, очень богатый звук.
В этом звуке не так уж много каких-то спецэффектов. Все они как бы приглушены, заведены на второй план. Здесь нет долгого космического сустейна, допустим, как у инструментов тарабукиных. Здесь нет каких-то кричащих высоких обертонов или, наоборот, нет трескучего баса. Отсутствует вот это фирменное якутское расслоение, практически отсутствует. Что же тогда здесь есть? А здесь есть самое главное. Тот самый вот эталонный и чистый, лаконичный и, главное, предсказуемый звук варгана, который позволяет исполнителю играть то, что он сам захочет. Данный варган является как бы вашим равноправным партнером. Он не задает вам правила игры. Он не говорит: играй на мне вот исключительно медленно или только быстро. Он как бы приглашает вас к диалогу. И самое главное, четко слушается каждого вашего движения. Все эти качества, они, конечно же, поначалу могут отпугнуть новичков. Во-первых, вот такая конфигурация язычка, она требует весьма четкого и поставленного удара, как с точки зрения усилия, так и с точки зрения точности. Сам звук инструмента сдержанный, лаконичный, четкий, требует от вас правильной постановки резонатора. Вот эти музыкальные качества инструмента, в частности, управляемость, чтобы ее понять и оценить, нужно все-таки уметь интонировать мелодию и иметь хотя бы базовое представление о том, что такое обертоны и как вообще управлять звуком варгана. При всем при этом у этих хамусов есть все достоинства прочих якутских инструментов. Если говорить о сустейне, вы можете им управлять, задействуя дыхание. Вы можете добавить и то самое тембральное расслоение при должном навыке. Вы можете заставить этот инструмент играть очень тихо и сдержанно, либо наоборот очень громко, так что вас действительно будет слышно, даже без микрофона. Но для всего этого вам потребуется, конечно же, навык. И поэтому я бы сказал, что у этого варгана, вот у этого и у этого четкий, лаконичный, выверенный звук с весьма высоким порогом вхождения. Вот так. Стоит ли новичку на первых порах отказываться от этого варгана? Я считаю, что категорически не стоит. Если у вас есть возможность обзавестись этим или этим инструментом, или двумя сразу, смело берите. Почему? Потому что тот самый потолок развития, о котором я говорил в прошлых видео, у этих инструментов достаточно высок, поскольку, будучи вот такой золотой серединой, эти хамусы представляют собой универсальный концертный варган, который подходит для различных стилей и позволяет вам в полной мере раскрыть ваш творческий замысел и ваш потенциал как варганиста. Что касается трудностей в бое, в звукоизвлечении, то вот как раз-таки этот инструмент будет с каждым разом вас тренировать, развивать ваши умения и относительно боя, и относительно артикуляции, и дыхания, и интонирования мелодии. Как по мне, это два идеальных хамуса на вырост. Хотел бы я себе такой инструмент в рабочий арсенал? Безусловно. Почему у меня в личном пользовании до сих пор нет ни того, ни другого инструмента, я как-нибудь объясню в других своих видео. Сегодняшнее видео заканчивается, потому что заканчиваются мои аргументы, и я думаю, что я вполне понятно и четко выразил свою мысль о том, каким должен быть хороший инструмент для концертов и на вырост. Он должен быть прежде всего сдержанным и управляемым, позволять вам играть на варгане, а не варгану играть на вас.
Итак, это был мой обзор двух хомусов Ривория Чимчоева и Михаила Мальцева. Какой из них понравился больше, напишите в комментариях. Также вы можете заказать оба этих шикарных инструмента по ссылке в описании. Ставьте палец вверх под видео. Подписывайтесь на мой канал, если хотите видеть больше обзоров. Приходите ко мне учиться варгану в школу варгана онлайн. Также у меня есть индивидуальное предложение наставничество для тех, кто желает изучать варган углубленно и раскрывать потенциал инструмента и свой потенциал варганиста. Милости прошу в ученики. Всем до новых встреч в эфире. Любите музыку, играйте на хороших варганах. Всем пока.